110 тысяч вольт прямо над головой. Но жизнь под высоким напряжением и риск пострадать явно пугает не всех. Через село тянется линия электростанции, которая снабжает энергией весь Малгобекский район. Частные дома на улице Степной построены прямо под высоковольтной линией. Такие нарушения в ходе очередного рейда фиксируют специалисты Ингушэнерго. Это зона повышенной опасности. Хотелось бы предупредить людей, что не стоит им самим даже строиться. Они, закрывая глаза на все, строятся этими высоковольтными линиями, не знаю, на что они рассчитывают и для чего они это делают, когда есть свободная такая же другая территория. Это самозахват, можно сделать там дальше самозахват. То есть, в принципе, непонятно, почему люди идут прямо под этими линиями сами. Такие рейды проводятся в селе далеко не в первый раз. И, как отмечают специалисты, нарушений выявлено немало. По каждому из них энергетики направляют жалобы в разные инстанции, а по решению прокуратуры объекты могут снести. У нас в этом плане возможности небольшие, поэтому мы будем обращаться в органы власти, местной власти и обращаться в руководство республики для того, чтобы, наверное, здесь надо какую-то комплексную работу провести нам всем, и включая энергетикам. Надо создать какую-то рабочую группу, которая начнет этим заниматься и доведет это, наконец, до конца. Эта линия проложена еще в 1957 году, еще задолго до возведения здесь частных домов. Охранная зона запрещает возведение каких-либо объектов в радиусе 20 метров, но тем не менее их тут с каждым годом все больше. В местной администрации объясняют, дома построены посредством самозахвата земель жителями. Объяснить, линия 110 тысяч линия около сейчас опасна, что опасна, линия ремонт до 5, вот так и уже метрики, даже вплоть до того судебного суду решение есть суд, инвалид решение отменить, снести решение, только молочное предупреждение, уведомление заявляю о том, что стенош задах сейчас 110 тысяч опасны для жизни, даян предупредить Аллах. Рейдовые проверки охранных зон ЛЭП комиссия проводит по всей республике и без нарушений практически нигде не обходится. Назрань, по словам специалистов, рекордсмен по этому показателю. Я думаю, никакие действия там не помогут. Возможно, с властями будем как-то решать вопрос о выводе этих высоковольтных линий за пределы города Назрань. Это работы не из дешевых. В Назрани в списке объектов, построенных вблизи высоковольтной линии, и это здание на пересечении улиц Чахкиева и Базоркина, рядом с рынком фабрика. Суд принял решение его снести. В данном случае это линия 110 тысяч вольт, которая питает подстанцию Назрань. Соответственно, с подстанции Назрань у нас идет потребление потребителей всего города Назрань и ближайших районов. Поэтому данная линия идет на подстанцию Назрань, поэтому у нас нашими специалистами было выявлено нарушение охранной зоны, что нарушает законы все и правила ПУЭ, ПТ, правила техники эксплуатации и электроустановок. Нами были выписан акт данному человеку, который вел непосредственно это строительство. И были направлены соответствующие документы, это были направлены в прокуратуру, в Ростехнадзор, МВД, ну и в администрацию, после чего была создана комиссия, и прокуратура провела проверку, на основании чего выписала предписание, и, насколько я знаю, был судебный процесс, который предписал снести данное сооружение. Несчастных случаев в результате нарушения охранных зон ЛЭП немало. Как яркий пример, год назад на строящемся объекте вблизи высоковольтной линии в той же Назрани по улице Чеченская от случайного касания 3 рабочих ударило током, и только одного медикам удалось спасти. Энергетики регулярно направляют предписания владельцам объектов и частных домов. Обращаются в вышестоящие инстанции. Но если нарушители не боятся за свою жизнь и здоровье, могут ли их пугать штрафные санкции? Муса Измайлов, Адам Далаков, Новости 24.